Якутия – земля, которая славится снайперскими традициями. Наученные суровой и холодной тайгой, охотники народа Саха показали себя как меткие стрелки в военные годы. Такую славу за якутянами закрепил Федор Охлопков, сержант без промаха, на чьем счету 429 уничтоженных фашистов. Поэтому проводить турнир по боевому снайпингу в нашей республике и посвятить его памяти Охлопкова – решение закономерное. В третий раз на полигоне Сулус собрались стрелки со всей России. Увеличилось порядка, я думаю, где-то больше на 30%, да, по сравнению с первым и вторым турниром у нас увеличилось. На сегодня у нас участвует порядка 170 снайперских пар, оснащенных высококлассным вооружением и самым современным оборудованием. Практически со всех концов зоны специальной военной операции, из всех силовых ведомств, ну и очень много профессиональных гражданских стрелков. За 1,5 года чемпионат в Якутии зарекомендовал себя как один из самых престижных турниров по высокоточной стрельбе. Пройти квалификацию здесь уже значит показать себя как спортсмена высокого класса. Кто помнит, был у нас на втором турнире, первом турнире, у нас даже не столько победить было в стране, да, почетно в якутских соревнованиях, в нашем турнире, а было пройти квалификацию тяжело. Сейчас количество стрелков, прошедших квалификацию, еще выше. Это отдельный класс стрелков, то есть если ты мог раньше стрелять любые соревнования стрелковые, снайперские, на вопрос, а проходил ли ты квалификацию в Якутии, было уже более такое значимое, и прошел ты ее или нет. О весомости соревнований говорит внимание журналистов федерального уровня. Наряду с местными репортерами ход турнира освещал Семен Пегов, один из самых известных военкоров России. Семену есть чем сравнивать. Он был на самом первом февральском чемпионате. Здесь гораздо теплее, во-первых, начнем с этого. Конечно, масштаб гораздо вырос, и самое крутое, что можно отметить, действительно, что уровень участников вырос, что говорит, в принципе, о росте снайперского уровня у нас в стране. И это в том числе благодаря тому, что у нас теперь есть такой уникальный полигон. В чем же уникальность полигона Сулус? Да в его длине. Самая удаленная точка отсюда находится в 4 километрах. Это настолько далеко, что мишень ярко-оранжевого цвета не видно. А это основной огневой рубеж, то есть место, откуда участники совершают все выстрелы. Находится это место на высоте 4-го этажа. Помимо расстояния, отличие нашего полигона – переменчивый ветер. Поэтому стрелять в Якутии так сложно. Да и регламент квалификации не из простых. Снайперской паре дается 2 патрона. За 5 минут им нужно попасть в гонг диаметром 40 сантиметров на удалении в 1000 метров. На прошлых турнирах 70% не прошло дальше отборочного этапа. Но участники времени не теряли и подготовились основательно. Сейчас успешно отстрелялась половина. Вот живой пример. Александр Михайлов в прошлом году не смог поразить мишень в квалификации. В этом же году вторым выстрелом пуля легла практически в центр гонга. Первый раз участвовали мы с винтовки СВД, но это является снайперской винтовкой, но не высокоточной. Поэтому у нас шансы были маленькие, а в этом году у нас винтовка получше стала. Болтовая СВ-98. И в этом году готовились, целый год готовились, в Сулус ходили, бесплатной основе, тренировались. За год я в нескольких соревнованиях участвовал разных. Вообще к оборудованию здесь отношение особое. Во многом стрелковое искусство сейчас – это гонка вооружений. На огневом рубеже снайперы пользуются не только оружием, но и метеостанциями, баллистическими калькуляторами на планшетах и смартфонах. Даже патроны собираются вручную. Размер и форма гильзы, порох и его вес – все учитывается и все влияет на траекторию полета. Что уж говорить о винтовке – третьей руке стрелка. Винтовка со мной на СВО, Кадекс 338, Лапово Магнум. Хорошая винтовка. Она прошла и отрицательные температуры ниже 25, она прошла уже и верхней температуры более 35 градусов. Замечаний нету. Порох, который используем наш российский, стабилен. Термозависимость практически не выявлена, минимальная, назовем ее так. Винтовки позволили нам очень серьезно поднять свои результаты на соревнованиях.
Вы знаете, такое легкое ощущение, что ты попадаешь, даже не стараясь. А некоторые стрелки предпочитают проявить смекалку и не надеяться на заводские настройки техники. Ветромер, да, который Александр собрал своими руками, он как раз и помог сориентироваться по ветру. Да. То есть большинство ветромеров сделаны по принципу такому, что на них нужно смотреть на экран, чтобы увидеть изменения ветра. Александр сделал аудиовыход, да, и не отвлекаясь от картинки, то есть от прицела, да, мы слушаем ветер и понимаем, как он меняется. Так и модернизируется российский оборонный комплекс благодаря совместным усилиям снайпера и производителя. Наше российское оборудование, тепловизоры хорошие появились, очень хорошие прицелы появились, винтовки появились Аркуда. Ну, вообще, самые лучшие, скажем так, винтовки в мире, можно даже сказать. Так что мы очень довольны, и что в наш полигон Сулус приехали лучшие российские снайпера. В этом году турнир получил статус чемпионата вооруженных сил. Поэтому среди участников много сотрудников силовых структур и военнослужащих, которые прибыли в Якутск со специальной военной операции. Обмен опытом. Все равно как бы люди с разных областей, с разных частей фронта приезжают, как бы неотъемлемая часть обмена опытом. Я думаю, это всем будет полезно. Считаю, если готовиться, то все получится. Вот. В принципе, ничего прощать не нужно. Это престижные соревнования с хорошими призами, так что сильнейший в любом случае будет выявлен. Ну, у кого не получится, в следующий раз, может быть, и получится. Однако состязаются на огневом рубеже не только мужчины, но и прекрасная половина человечества. На этот раз винтовки в руки взяли 2 женщины. В прошлом году я была как зритель, в этом году решила попробовать. Ну, потому что есть тяжелые калибры, все-таки для женщин это тяжеловато. Большая нагрузка на спину, там, носить надо винтовки тяжелые. Половину участников мы знаем, как они готовились. Да, очень высокий уровень. Но, как я вот говорила уже в предыдущем интервью, только соревнование поднимает его личный уровень. Только соревнование. То есть просто даже за этим, чтобы поднять свой уровень, стоит ехать. После квалификации самых метких ожидал, пожалуй, сложнейший и максимально приближенный к боевой ситуации ночной этап. Под покровом тьмы 44 команды состязались аж до 3 часов ночи. Ну а победу одержала пара с позывными «Ридик» и «Физрук». Стрелки еще и установили рекорд полигона. Поразили цель дальностью 2100 метров. Это второй успех команды на якутской земле. Готовились к максимально дальней цели, поражению дальней цели, готовили комплексы свои, в паре готовились, слаживание проводили, чтобы мы друг друга понимали без слов. И в принципе у нас все сработало, все получилось, что запланировали. Мы сюда уже приехали в статусе победителя первого турнира, и это откладывало определенный отпечаток на нас. О рекорде не думали, это было спонтанно, очень приятно. Просто выполняли свою работу. А в дневном этапе лучшей вновь стала команда из Якутии. Ликующая толпа раскачивает стрелка Леонида Архангельского. Его пуля попала в победную мишень на расстоянии в 2000 метров. Леонид, как и большинство якутских мужчин, стреляет с самого детства, но впервые попробовать себя в соревнованиях решил этой весной. Проводили соревнования охота-снайпинг. Там были опытные стрелки, которые каждый выстрел попадали. И звон гонга каждый выстрел. А я, можно сказать, не попадал. Ну вот, задумался, приобрел оборудование. Так Леонид и познакомился со своим напарником Михаилом Ефимовым. А тренироваться вместе они начали только летом. И якутская кровь дала о себе знать. Для нас подружиться с оружием – это как бы уже обычное дело. Не именно, что я из северной группы УС, а то, что вот и все якутские парни, у них это вот заложено, можно сказать. Еще вчера полигон Сулус принимал участников турнира по боевому снайпингу. Ну, а сегодня здесь неожиданные гости. На огневой рубеж вышли руководители регионов Дальнего Востока, чтобы узнать, кто же самый меткий губернатор.
Но прежде главам субъектов прочитали краткий теоретический курс, а закрепили знания на практике 15 человек. Для прохождения квалификации участники должны были попасть в мишень на расстоянии в 600 метров, что оказалось посильной задачей для всех губернаторов. 600 метров-то мы тоже не стреляем, мы просто дальше стреляем здесь на полигоне. Это было немножко необычно. Первые 2 выстрела положил в одну точку, пришлось поэтому с выносом вообще стрелять слева вне габаритов, видите, поэтому и попали. Ветер, он гуляет. Настоящая борьба развернулась после квалификации. Во втором этапе участникам отвели 5 минут и 6 пуль. Фиксированной мишени не было. Расстояние каждый выбирал сам для себя. Лучший результат показал генерал-лейтенант Михаил Носулев. Ему покорилась дистанция в 1500 метров. А среди глав регионов самым искусным стрелком стала Мария Костюк, новоизбранный губернатор Еврейской автономной области. У вас прекрасный полигон и замечательный инструктор Сергей, поэтому не могло не получиться. Вот и все. Ну и потом группа мужчин, и губернаторский корпус, он же в основном мужской. Если соответствовать надо везде и во всем, мы стараемся, мы работаем над собой. И даже превосходить. Главное, что получилось теперь в развитии Еврейской автономной области. Это же будет основной критерий и основной показатель твоей деятельности. Руководители регионов успели не только посоревноваться, но и оценить сам полигон Сулус. Полигон организован очень хорошо. Это, наверное, один из лучших полигонов. И видно, что он находится в стадии развития. То есть идут этапы развития. Видно, как обустраиваются все новые площадки, все новые дистанции. Меня еще впечатлили, конечно, инструкторы, который здесь работает, который знает свое дело, профессионалы высокого класса и могут подсказать, помочь. Инфраструктура полигона позволяет проводить даже международные соревнования. В дальнейшем организаторы планируют приглашать иностранные команды. Переговоры уже идут, отношения у наших дружественных коллег хорошие. И мы будем продолжать эту работу, но, скажем так, пока сильно пропагандировать это не будем. Но мы пригласим, это точно. А значит, авторитет турнира памяти Федора Охлопкова будет только расти.